Добрый вечер, уважаемые присутствующие в зале, те, кто смотрит нас в трансляции в Инстаграме, в Зуме. Я рад вас всех приветствовать в прекрасном помещении. И сегодня я готов рассказать вам о той работе, которая проведена нами в этот сложный 2020 год. Несмотря на все сложности, которые он нам преподнес, мы все это преодолели. И сегодня мы в течение 20 минут посмотрим основные вехи тех достижений, тех результатов, которые нами сделаны как администрацией, и обсудим планы нашего развития в 2021 году. Пожалуйста. Следующий слайд. Город Якутск. Молодой город по возрасту людей. Средний возраст горожанина сегодня составляет 36 лет. Это хороший возраст. Это означает, что у нас много молодежи. У города есть будущее. И что еще больше радует, город растет. То есть у нас из года в год становится больше. За 2020 год у нас в общем количестве увеличилось почти на 7 тысяч человек. Из них естественный прирост и количество рождаемости тоже растет. Количество рождаемости рождено было 4064 ребеночка. Среди них радостно, что у мой есть. У нас большой миграционный прирост 5000 человек. И поэтому сегодня город очень быстро растет, и растет потребность в связи с возрастом, в связи с высокой рождаемостью в социальных объектах. Детские сады, школы – это все то, что сегодня уже стоит первой задачей, которую необходимо решать городу уже в существующем количестве людей. И вот исходя из тренда, 36 лет, много молодежи, детей из года в год, надеюсь, будет становиться больше. Дальше, пожалуйста. Бюджет города Якутска за 2020 год по доходной части составлял 18,4 миллиарда рублей. Здесь нужно четко понимать две вещи. Вот 18,4 миллиарда рублей – это сколько денег мы есть в городе Якутска. Из них 8,1 миллиарда рублей, чуть больше 8 миллиардов рублей – это те доходы, которые город заработал сам. Это налоговые и неналоговые доходы. А 10,3 миллиарда рублей – это те деньги, которые пришли в бюджет с республики, с вышестоящего бюджета. То есть сегодня бюджет города Якутска на большую половину зависит от поступлений его бюджет с вышестоящего бюджета. Из расходов, которые у нас были, 18,9 миллиардов расхода, у нас 500 миллионов дефицита. Из 18,9 миллиардов расхода 70% это социалка. Образование, культура, спорт. То есть мы социально ориентированный бюджет. У нас одно только образование стоит 11,7 миллиардов рублей по году. То есть мы понимаем, что собственных доходов города не хватает даже на обеспечение наших текущих расходов по сфере образования. Зарплаты, содержание, обновление материально-технической базы текущей. Это без учета строительства. Несмотря вот на все эти сложности бюджета, которые были связаны с 2020 годом, 2020 год для нас, в принципе, для всего мира преподнес неприятный сюрприз в виде пандемии коронавируса. 2020 год с пандемией не обошел мимо город Якутск. Мы, начиная с 17 марта, планово ушли сначала на удаленный режим, школы, работники, и прочее. Все это дело не могло не отразиться и на бюджете. На прямые меры поддержки, направленные на поддержание предпринимателей, поддержку их бизнеса, было направлено где-то около 500 миллионов рублей. На мероприятия по борьбе с коронавирусом было направлено порядка 300 миллионов рублей. Это дезинфекция, это СИЗы, это деньги, которые были направлены на закупку планшетов, сухих пайков, единовременных выплат, которые необходимо было произвести для того, чтобы поддержать людей, которые оказались в сложной ситуации. В общем, около миллиарда рублей – это те деньги, которые забрал у нас коронавирус.
Но несмотря на это, мы преодолели все это, и те обязательства, которые взял на себя город, как бюджет, профинансировать обязательства по ГЧП, по строенным объектам, по школьным, по культурным объектам, дворец Юрия Алексеевича Гагарина, по обязательствам финансирования национального проекта в рамках дорожного строительства БК, все это сделано. То есть бюджет исполнен, все обязательства выполнены. В этом плане 2020 год завершен с положительным решением. Дальше. По стратегическим направлениям, по которым город работал в 2020 году. Уже 2 года в нашем городе, полных 2 года реализуется национальный проект, 2 сезона. Мы, начиная с 2019 года, вот как вы видите на диаграмме, пошел резкий рост количества километража, который попадает под ремонт уличной дорожной сети. Если до национального проекта там ремонтировалось по 5 километров дорог, то в 2019 году этот показатель вырос почти в 5 раз. В 2020 году мы остались на этом же уровне. И, собственно говоря, мы благодаря этому национальному проекту удается комплексно развивать квартала. Мы находимся сейчас в автодорожном округе. Давайте я расскажу, что в рамках нацпроекта, каким образом мы хотим преобразить отдельно взятый автодорожный округ. У нас за 2019 год началось строительство в автодорожном округе 3 дорог. Это была отремонтирована улица Красильникова, была отремонтирована улица Воинская, была отремонтирована улица Ивана Арбита. И мы понимаем то, что это положило задел, который мы хотим реализовать в принципе. Вот посмотрите, мы довели в прошлом году, начиная от Воинской и до конца вот разворотной площадки асфальтовую дорогу. Мы сделали в прошлом году для себя четкое понимание того, что вот южная часть ДСК и 153-й квартал – это то место, где будет дальше развиваться город. Сегодня в южную часть города большие работы проводит водоканал. Строится 3-я КНС, строится 5-й узел. И вот исходя из этого мы должны понимать, что мы должны южную часть развить таким образом, чтобы она была интересна застройщикам для развития. Дорожное строительство является одной из баз. Вот где появляется дорога, автоматически начинает строительство. Мы, понимая это, довели в прошлом году до конечки. И вот эта конечная остановка, разворотная площадка, она преобразилась. Но вопрос ее дальше, что делать. И вот мы в 2021 году, в этом году, когда у нас вот стоит 48,5 километров, сегодня, кстати, мы утвердили километраж новый, мы пошли еще больше и добавили почти полкилометра. 48,9 километров дорог у нас предстоит в ремонте 2021 года. Так вот, в автодорожном округе в этом году будет действительно революционный прорыв. Мы в автодорожном округе отремонтируем в одном округе 6 дорог, прошу прощения, общий километраж 10 километров. Мы отремонтируем, вот логика какая. Вот если ехать с Сереглянского шоссе в сторону ДСК, там лежит улица Ивана Кубертинова. Вот начинается с Сереглянского шоссе, то начинается улица Нагорная, она начинается уже вот ПГС, там камень, Щебенка. Это вот с Сереглянского шоссе начнется асфальт. Мы поедем по асфальту, уйдем на Ивана Кубертинова, Ивана Кубертинова будет тоже вся в асфальте и выйдет на Воинскую улицу. Дальше с этой Воинской улицы мы уходим на Старопокровский тракт. То есть где магазин Емельян сегодня стоит, от него будет вот, частный сектор дороги, который уходит, она будет в асфальте. 3 километра 700 метров будет до речевой школы в асфальте. То есть мы получится так, что практически до Покровского тракта, до Покровского тракта можно будет уехать до асфальта, до речевой школы. А речевую школу саму мы уже отремонтируем в 2020. Это будет как один из объездов с южной стороны города, чтобы можно было не заезжать там, через все ДСК, там разворачиваться на круге, а можно будет уезжать вот по этой объездной. И для жителей, которые живут там, это будет совсем другой уровень удобства жизни. Вместе с этим мы отремонтируем в этом году еще улицу Луговая. Да, очень много жалоб было. Просьба людей сделать это. Луговая 560 метров отремонтируем. Старопокровский тракт 3 километра 700 метров. Нагорный километр 300. Ивана Кульмертинова 2 километра 200 почти.
Студенческая улица по птицефабрике, которая огибает ее 1 километр. То есть вот самый большой объем дорожного строительства в этом году, если по округам, то это будет автодорожный округ. Почему мы это делаем? Потому что южная часть города, она будет развиваться. У нас сегодня уже на ДСК в районе запланированы 2 больших строительных проекта. Первый из них это по ДСК мы в прошлом году заключили договор развития застроенной территории на 47 тысяч квадратных метров, они планируют строить 153 квартал. Там же будет строиться школа «Тысячник», вот, ту, которую мы планируем построить с госкорпорацией ВЛПРФ, плюс масштабный инвестпроект силами Республиканского ипотечного агентства «Воинская часть власти». Реализация 2 этих масштабных проектов в корне поменяет вообще в целом то, какой район сегодня является автодорожным. Это будет уже большим спальным районом с хорошими дорогами, с хорошей инфраструктурой. И вот первый шаг сегодня, строительство инфраструктуры, мы ведем в правильном пути, я считаю, и в следующий год, следующий строительный сезон, этим летом будет скачок на иной уровень. Вот, пожалуйста. Вот из 48,9 километров будет 10 километров, это автодорожный. Дальше. Ну, это вот по тем улицам, которые мы работали в 2020 году, из того километража, который мы сделали. Мы в 2020 году вообще работали по 30 улицам, да, то есть это были 28 улиц, которые контрактация 2020 года, 2 улицы мы законтрактовались раньше 2021 года, по ним работу начали на опережение. И плюс к этому мы имели переходящие объекты, которые были с 2019 года, 12 улиц, по которым делали тротуары. То есть мы в этом году работали на 42 улицах. Это несмотря на пандемию, несмотря на все эти сложности, когда закрылись границы, мы четко поняли в один момент, что подрядчики не успели привести работников. Если раньше, вспомните, там год назад дорожное строительство, в основном работники из ближнего зарубежья были. В этом году, я думаю, многие из вас заметили на дорогах студентов, студенческие отряды, заметили местных уже ребят. И вот если хохлы-то такуганы чуйдях, получается так, что пандемия заставила нас резко мобилизовать внутренние трудовые ресурсы, и мы справились с этим объемом. Поэтому мы этим летом поработали на 42 объектах. И исходя из этого, я вот, когда мы в середине, ближе к концу сезона сидели, разговаривали, принимали наши выводы, я сказал, что, ребята, мы можем больше еще. Давайте попробуем больше. Мы, в принципе, уже научились за эти 2 года работать. И если в прошлом году пандемия не случилась, и все привезли своих работников вовремя, мы эти 24 километра закончили бы уже в середине сезона. И поэтому мы сегодня, в этом году, понимая все это, да, мы взяли вот эту высокую планку, почти 49 километров. Здесь видно то, что по городу, где мы работали, улицы. В целом, по национальному проекту у нас задача такая. Мы до 2024 года должны 200 километров дорог отремонтировать, построить, реконструировать. И в этом случае, если мы достигнем этого показателя, 204 километра, то у нас 85% дорог в городе будет в нормативном состоянии. Это важно. Это уровень жизни в городе, от этого очень сильно зависит. Дальше. В прошлом году мы вели работу в рамках нашей программы. Программа у нас называется муниципальная программа «Светлая столица», по которой мы строим уличное освещение. Вообще, чтобы понимать, у нас сегодня освещено только 64% города. 36% города не имеет уличного освещения. Я сам живу в частном секторе, у меня нет еще освещения, и таких, как я, вот, большинство пригородных территорий, которые у нас есть, основное освещение, конечно, у нас в центральной части. Но вместе с тем мы понимаем то, что сегодня освещение – это безопасность, это комфортность, это норма городской жизни в 21 веке. Поэтому мы понимаем то, что нам необходимо сегодня адресно, если пройти, практически около 7 тысяч опор нам необходимо установить дополнительно по городу и по пригороду. Это по сравнению с тем, что сегодня есть, у нас чуть больше там, почти чуть-чуть
2 раза больше у нас опор, там около 13 тысяч опор у нас по городу. И из них только около 3000 они сегодня имеют энергоэффективность. Все остальные это лампы накаливания, по большому счету, они не энергоэффективны, они расходуют кучу денег. У нас потребление электричества на уличное освещение по году около 55-60 миллионов рублей. Это огромные деньги, которые при замене светильников на светодиодные можно было бы сэкономить в разы. Поэтому, смотрите, я к чему это веду? Я к тому, что мы вот за прошлый год на 20 миллионов рублей из местного бюджета сделали 280 опор. Это только 9 километров мы осветили, ну, это 20 миллионов рублей. Соответственно, если мы по 280 светильников будем строить, ну, посчитайте, 7 тысяч, сколько лет нам надо. Такими темпами мы город освещать будем еще очень долго. Где-то нужно искать дополнительные источники. Что мы предлагаем сделать? Вот мы провели большую работу с правительством республики, с депутатами Государственного собрания, с депутатами городской думы, для того, чтобы увеличить те деньги, которые республика выделяет городу как столице. Называется столичная функция. Ну, это из определения ведется, вот, раз столица, то и должны быть какие-то отличающие как столицу функции. Столица должна быть освещена. И поэтому нами достигнута сегодня договоренность, то, что Министерство финансов при корректировке государственного бюджета внесет поправку о том, что выделить на оказание столичных функций еще дополнительно 100 миллионов рублей, которые пойдут на две цели. Строительство опор, освещать город, и замену светильников на светодиоды для того, чтобы сэкономленные деньги отправить снова на строительство. И строительство теплых остановок. Вот две цели. Теплые остановки и освещение. Потому что это вот то, что каждый гражданин сегодня может почувствовать своим телом. Ну, реально холодно было этой зимой. И теплые остановки мы поняли, что нужны как никогда. И по ним у нас серьезные планы. Мы уже сегодня начали процедуру торгов на закупку. Теперь остановки теплые будут строить город. Мы построим теплую остановку и будем сдавать уже как теплую остановку. А то у нас до этого модель, которая показала, что мы предпринимателю отдаем земельный участок, он сам строит остановку, эксплуатирует как свою собственность, она вызывает ряд вопросов в момент эксплуатации. Когда закрывается, как открывается, как он содержит санитарное состояние, это уже вот вопросы не земельного кодекса, по которому у нас передается земля. А вот мы сейчас построим остановки и будем эксплуатировать их как остановку. Соответственно, если даже появится арендатор, не появится ли как он будет как город эксплуатировать. Появится арендатор, уже будет арендовать как остановку. И все правила будут прозрачны и понятны. Во сколько открывается, сколько раз убирается. Конечная цель, чтобы горожане могли точно пользоваться остановкой. Там, до первого автобуса наша была открыта, и до последнего работала. Все, автобусы перестали ездить, остановка закрылась. И уже потом это должен быть киоск. Сегодня остановка, многие работают как киоск. Дальше. Вот, кстати, вот подождите секунду, про опоры, да, мы, то есть в этом году резкий скачок сделаем, в следующем году резкий скачок сделаем по строительству, а оставшееся количество ламп мы заключим договоры вот, как концессии, да. Смысл в том, что вот мы поменяем лампу, мы найдем инвестора, который вот способен будет сам вложить сегодня деньги, как по энергосервисному контракту, поменять нам лампы все, и плюс построить не хватающее количество опор. Мы посмотрим, сколько у нас опор останется. Сейчас при поддержке республики мы сами массово построим, посмотрим, сколько у нас осталось этих опор в конце двухлетки. И уже на них заключим энергосервисные контракты с частью установки новых опор. Поэтому вот я для себя ставлю цель до 2024 года полностью осветить город. Это вполне реально. Дальше. Касаемо дорожного строительства, у нас большими темпами идет строительство тротуаров, которые есть у дорог. Мы за прошлый год построили 58 тысяч квадратных метров. Плюс к этому мы заставили по гарантийным обязательствам, по тем тротуарам, которые были построены в 2019 году, почти 6 тысяч квадратов переложить. То есть, по большому счету, мы за прошлый год заставили 66 тысяч квадратных метров плитки уложить, где-то новое, где-то поверять. Это делается для того, чтобы город становился комфортным. Как для велосипедистов, там часть из них велодорожными. Ну и так для того, чтобы можно было летом спокойно гулять, и тротуар это важно. Это часть дороги, часть формирования комфортной городской среды.
темп увеличивается в разы, вот 18, 26, 58, ну, и также будем. В этом году начинаем мы проспект Ленина будет тротуар из гранита, как на Тверской в Москве. Будем по гранитной плитке ходить с гранитными бордюрами, потому что, немного обобщая и поднимаясь в целом, сегодня задача города – это конкурировать за жителей. Сегодня все города вообще по всему миру конкурируют за жителей, чтобы они оставались жить в городах. Сегодня границы размыты. 10 тысяч рублей стоит билет до Москвы, то есть имея там 30 тысяч в кармане, можно поехать судьбу испытывать в Москву, улететь на 10 тысяч, на 20 тысяч снять квартиру, а там посмотрим, как сложится. Да? Поэтому сегодня задача какая вот такого города? Сделать город таким комфортным, для того, чтобы в нем можно было бы реализовывать свои мечты, получать максимум удовольствия от жизни, и тогда никуда не хочется уезжать. Никуда не хочется уезжать, и тогда мы растем, молодежь наша креативная, творческая остается в нашем городе, получает образование, учится, делает нашу экономику больше, ну, развиваемся как город, как народ. Вот для этого мы город сегодня, который должен точно конкурировать с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, прочее. Поэтому важно становиться современным, вкладывать в инфраструктуру, в развитие города. Что, собственно говоря, и происходит дальше. Общегражданское строительство. Наш город является самой большой строительной площадкой на территории республики. Мы ежегодно больше половины ввода жилья строится на территории города Якутска. Собственно говоря, в прошлом году эти соотношения сохранены. В начале года те объемы, которые мы планировали, приняли. То есть это все объемы, которые должны быть построены, мы построили. И здесь вот я бы хотел особое внимание ваше заострить на программе переселения. Вот у нас действует республиканская адресная программа переселения в рамках деятельности фонда реформирования ЖКХ. На этой неделе были публикации, связанные вот там с семьей. Мужчина и двое его детей, один приемный, один его опекун, кому он является, один его ребенок. Вот они по программе переселения на Якутской улице, там СМИ резонанс подняла. Это они попали в рамках второй адресной программы, они купили аварийный дом, и вот в рамках изменения закона стоимости жилья, компенсации им осталась такая по договору купли-продажи. То есть у нас вот за этап 2019 года у нас 241 жилое помещение, за этап 2020 207 жилых помещений. Переселены были в городе Якутск. Всего у нас под переселение попало 166 многоквартирных домов. Нанимателям мы предоставляем жилье обязательно, а собственник имеет право выбора. Либо квартиру, либо деньгами. Так вот, основная масса, конечно, выбирает на свое усмотрение, как они хотят, кому-то денег, кому-то жилье, но вот, тем не менее мы понимаем следующую вещь. Всего 166 многоквартирных домов попало, и из общего количества 1135 многоквартирных домов по городу, деревянных, 166 в программе, то есть больше 900 многоквартирных домов, почти 900 многоквартирных домов сегодня выпали из программы. Они были признаны аварийными или не признаны до сих пор аварийными после наступления 1 января 2017 года. Вместе с тем они горят, в них гибнут люди. Сегодня состояние этих домов по большому счету аварийные у всех. Они 60-х, 70-х годов постройки. И что мы здесь можем делать? Да? Программа переселения, ладно, на ней есть деньги, мы работаем, и все, что нами должно было быть сделано, мы сделали. За последние 2 года вот мы приняли решение следующее. Есть задача, которая от нас зависит. Да? Если мы сегодня будем массово признавать дома аварийными, то если будет 3-й этап, то в этот 3-й этап эти дома попадут. И у людей, которые живут в этих домах, появится шанс при наступлении 3-го этапа переселиться в новое жилье, улучшить свои жилищные условия. Во многих, когда я 2 года назад пришел в администрацию и столкнулся с этой проблемой воочию, я понял, что
Многие люди не могут по 2000 рублей скинуть, да, там, 12-квартирный дом, 25 тысяч рублей стоит отчет о техническом состоянии. 2 квартиры готовы скинуться, а остальные говорят, нет, потому что есть и асоциальные личности, есть и малоимущие, у всех разные жизненные ситуации. Есть квартиры, где люди в улусах живут, сдают, собственника. Поэтому мы поняли, что основная проблема, по которой люди не признают жилье аварийным, это невозможность собрать 25 тысяч рублей. Что мы сделали? Мы нашли эту компанию, которая делала отчет, и сказали, вот смотри, если мы завтра оптом тебе притащим 100 домов, какая цена будет? 15 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. В итоге мы договорились, что если мы оптом заказ делаем, то цена падает, и мы начали искать деньги, нашли в бюджете эти деньги и сказали людям, вот от вас заявление только, дальше мы сделаем все сами. И подобным образом мы за 2 года признали 408 многоквартирных домов аварийными. 19-20 год. У нас сегодня осталось чуть 350, ежедневно уменьшается около 350 домов многоквартирных, вот из общего массива 1035, которые необходимо признать аварийными. И мы их признаем аварийными в ближайший год-полтора, у тех людей, у кого есть желание быть признанным. И уже скажем точно, вот, по факту мы от нас, что требуется, людей нигде не ущемили, в интересах людей признали все жилье аварийными. Давайте вот, ждем третью программу. Реализация третьей программы городу необходима. Вот городу Якутск она необходима в первую очередь. Самый большой город в условиях вечной мерзлоты у нас, самые жесточайшие условия климатические, и вот в этих условиях люди не могут продолжать жить. Поэтому вот я верю в то, что нам получится до 400-летия города Якутска встретить уже без ветхого аварийного жилья в деревянном городе. Это вполне реально, из тех объемов, которые остались. Сегодня уже, понимая вот то, что ведется большая работа в этом по признанию аварийными, ну и сегодня мы не сидим ровно и не ждем только программные вещи. Мы в рамках нашей муниципальной программы переселяем жилье. Мы в прошлом году нашли в муниципальном бюджете 134 миллиона, из них переселили 3 дома на 17 кварталах. Помимо этого, мы заключаем такие договора, как ДРЗТ, вот на экране написано, договор развития застроенной территории. Что это означает по-простому? Вот есть местность, на которой находятся деревянные дома, многоквартирные, аварийные. Мы находим застройщика, говорим ему, вот ты пересели эти 3 дома, вот как застройщик, и мы дадим вот, на этой площади земельный участок, где вы можете построить новое жилье. Вы строите новое жилье, переселяете этих людей, оставив все квартиры, продаете, зарабатываете деньги. Ну, для города надо, чтобы вы переселили. Так вот, мы 7 договоров за прошлый год заключили. Под границы этих 7 договоров попало 33 многоквартирных дома. Для сравнения, в 2019 году мы сделали их 2, в 2018 было, ну, там, то есть темпы были не эти темпы, выросли в разы. В этом году я ставлю задачу сделать 10 договоров. То есть пока вот будет, не будет это третий этап, мы идем планово, считая, что будет, признаем аварийными, и параллельно вот работаем с застройщиками нашими, находим для них интересные условия и определяем территории, где можно делать это производство. В этом году планируем делать 10. За 20 сделали 7. Дальше, пожалуйста. Про 134 рассказал. Программа предоставления жилья детям-сиротам исполнена в полном объеме. Всех, на кого были определены программные средства, доведены эти средства людям, детям куплены квартиры и предоставлены. По господдержке на жилье молодым семьям 88 миллионов, 53 семьи воспользовались. Дальше. Благоустройство. По благоустройству, значит, у нас в бюджете 1,7 миллиарда рублей. Для сравнения, ЖКХ 1,7 миллиарда рублей, образование 11,7. Да, вот. Я четко понимаю то, что у нас по ЖКХ, в принципе, по городу большой потенциал для того, чтобы развиваться, становиться лучше. У нас сегодня, в принципе, вот, система ЖКХ, по большому счету, стоит на том заделе, который был сделан во время Советского Союза. Все вот большие объекты, которые жизненного обеспечения, связанные с канализационными сетями, коллектор номер 1, коллектор номер 2, они
построены в советское время, и сегодня они вот являются базовой артерией. Коллектор номер 1 под проспектом Ленина, он в 1962 году построен. Он сегодня уже, в принципе, работает на около предельных значениях. Он уже, в принципе, заполнен. Дополнительное подключение к нему объектов уже вызывает, значит, сложности. Поэтому совершенно правильно сегодня ресурсоснабжающая организация «Водоканал» работает по строительству КНС в южном направлении. Туда можно будет подключить новое строительство залога в южной части города, в том числе объекты, которые будут строиться на ДСК. Это вот если базово смотреть. Еще одна большая проблема – это пропускная способность газа. У нас город Якутск, как состоявшийся факт, прирастает деревни около Якутска в очень больших темпах. Тот же Сатал, тот же Покровский тракт 11-16 километров с правой стороны. Там земли уже Ижевск, и там Тускул находится. Вот у меня где-то месяц назад, да, чуть меньше, были инициативная группа из Тускула. У них нету дороги, у них неправильно проведены межевые работы, у них накладки на земельный участок, у них нету газа. Мы договорились, что мы поможем им со строительством дороги. В этом году, кстати, мы им сделаем там строительство из ПГС, построим въездную основную дорогу. На это мы средства уже заложили, она в программе. К слову, вот я сегодня на Инстаграме, на странице выложил список улиц, которые утверждены. Мы сегодня в Министерстве транспорта утвердили те улицы, которые попадут в этап 2021 года. Посмотрите, кому интересно, вы увидите, какие улицы у нас точно уже попали. Ну, Тускул тоже точно, как я обещал, вот если вы вдруг смотрите, как и обещали, вот дорогу вам сделаем. По газу сложнее. По газу, значит, дефицит пропускной способности, так, вроде лежит труба, вроде гусак вышел, а тех условий не будет. Сахатрансгаз тех условий не будет, потому что нет способности больше дать газ. И поэтому вот масштабная работа сейчас ведется совместно с правительством. И, кстати, вот поправка тоже будет направлена на госбюджет, выделение 100 миллионов на устранение вот этой вот пропускной способности, которая позволит решить вопрос на Ананамском тракте 13 км морфе и, значит, планово заходить сюда на южную часть. Тогда вот 11-16 км в дальнейшем могут получить возможность подключаться к газу и уже быстрее там строиться. Вот. У нас по ЖКХ, если возвращаться к детальным вещам, которые были, мы в рамках текущего ремонта ведем ремонт, ямочный ремонт, в том числе асфальтовой крошкой, ту, которую мы снимаем с ремонта, мы никуда ее не продаем, асфальтовая крошка не продается и не должна продаваться. Если вдруг вы видите, что она продается, значит ее воруют. Надо сообщать об этом нам. Не должна крошка продаваться, она должна вся распределяться управом, пригородам, и они уже в рамках своей работы засыпают дворовые территории, либо там грунтовые дороги, которые необходимо ремонтировать в текущем году. В этом году мы благодаря этому отремонтировали около 42 тысяч квадратных метров. Повторно использовали эту крошку. Также повторно мы используем тротуарную плитку, которая в хорошем состоянии оказалась после демонтажа центральной части. Мы ее распределяем по округам, вправо. 3 двора, 3 дворовых территории мы отремонтировали в прошлом году. В целом, по годам, если смотреть, где-то 3-2, где-то 4. Такое количество дворовых территорий мы ежегодно могли ремонтировать. Больше 400 дворовых территорий по городу Якутску, и практически 80% из них с момента, как они построились, они не ремонтировались. Вот я вырос на Лермонтова 58, двор, в котором мы заселились сюда, в ЖК, 91 год сдался, и вот до сих пор там ремонта дороги не было. Да? То есть, состояние какое, всем понятно, и поэтому это одна из ключевых проблем в нашем городе, состояние благоустройства дворовых территорий на квартальных проездах. 3 двора, это крайне мало, вернемся к этому чуть-чуть дальше. Ну и в рамках вот текущей работы ведется работа по ремонту детских площадок, занимались актуализацией систем водоснабжения, водоотведения. Большое событие построили в Сайсарском округе, котельную 200, Лермонтова 200 ввели теплоэнергия. Проводили работы по углублению в центральном округе, в районе Тисфабрик. Дальше. Ведется работа по обустройству ТКО, устанавливаем мусорные контейнеры, устанавливаем бункера. 2 бункера, по-моему, на Ивана Кундратинова, да, установлены должны быть.
разворотную площадку сделали, ликвидировали там вот эту свалку, поставили бункер, сейчас там улучшилась, дисциплина улучшилась, взяли бункер, кидаешь. Хорошо. Вот, выгребные ямы делаем, отремонтировали 2 емкости в Хатасах, ну и большую работу ведем по паспортизации бесхозяйных сетей. Сети не должны быть бесхозяйными, но в любой сети должно быть ответственное лицо. Поэтому вот эта большая работа, она ведется для того, чтобы не допускать каких-то катаклизмов, аварий, особенно в отопительный сезон. Любая сеть должна вовремя ремонтироваться, и для этого нужно ее паспортизировать, чтобы у нее был ответственное лицо. Ну и устанавливаем противопожарные сигнализации в деревянных домах, поскольку это важно, главное вовремя потушить, если не дай бог что случилось. По вывозу снега у нас как вот, факт, состоявшийся факт, у нас снега стало больше. Если смотреть в ретроспективе 10 лет, то 10 лет назад в среднем вывозилось где-то 300-350 тысяч кубов снега за зиму. В 2019 году вывоз снега составил 428 тысяч кубических метров, в 2020 уже 570. То есть растет объем вывоза снега, и мы должны понимать, что вот эти вот, из года в год мы должны, дорог больше становится, еще больше денег вкладывать. То есть у нас сегодня отрасль ЖКХ недофинансирована. Нам нужно больше найти резервов, либо улучшить внутри, оптимизировать структуру, чтобы вот справляться со всем объемом растущего города, растущих потребностей людей. Потому что мы должны быть, опять же, конкурентоспособны. Дальше. Социальная сфера. У нас, по социальной сфере у нас, в принципе, те вопросы, которые ключевые, непонятны, не ясны. У нас основной вопрос стоит в нехватке мест в школах, таких школ самих и детских садах. У нас 52 школы, в них учатся 48,5 тысяч детей. Единственная школа, которая без второй смены, у нас находится на Кангаласах. Она единственная или еще есть? Есть авторская школа Алексеева. Ну, авторская школа Алексеева без второй смены. И вот из муниципальной у нас Кангаласы только не имеют вторую смену. Все остальные школы имеют вторую смену, простая математика. 48,5 тысяч детей, проектная мощность 24 тысячи. Сегодня необходимо уже 25 тысяч школ, по состоянию на сегодня 25 тысяч мест. Беря за основу то, что город растет и основная масса это молодежь, 36 лет средний возраст, то завтра мы, скорее всего, в будущем году за 50 тысяч уже перевалим. Нужно строить больше, чем есть, еще с большими темпами. И вот что мы видим, да, то есть вот, здесь с правой стороны написано те действия, которые принимаются сегодня, да, это в рамках текущей деятельности. Мы в рамках национального проекта пристроив СОЖ номер 31 и 315 мест. И в итоге самая большая школа в республике стала еще больше. Значит, реально она самая большая школа в республике по количеству учеников. И благодаря строительству этого пристроя там как-то ситуация чуть-чуть улучшится. Хотя все равно она загружена. Такие же пристрои ПСД мы в 2021 году будем разрабатывать в 26-29 школе. У нас будет введена скоро школа на 203 микрорайоне. Была выкуплена здание на улице Толстого, 20, переделана под классы школы номер 5 и ПБФ. Вот на Вильнюсском тракте 4 километра мы переделали под школу, и там сейчас будет находиться Сахаполитехнический лицей. Но это все отстает от тех темпов, которые мы растем. Поэтому сегодня ведется большая работа, в течение 4-го квартала 2020 года проведена совместно с правительством, с депутатами госсобрания, с депутатами структурные подразделения окружной администрации по проработке дополнительного проекта КЧП с госкорпорацией ВПРФ на строительство 12 школ. Там совокупное количество мест около 10 тысяч. Города стояла задача определить места строительства, выделить земельные участки, там, посмотреть, чтобы они проходили по документам территориального планирования, возможности их подключения технических условий. Это мы все сделали и передали. Сегодня мы согласовали дорожную карту, предоставили эти земельные участки, принятие решений находится на стороне федералов. Это все будет реализовываться в рамках национального проекта.
Это позволит до 2024 года, чтобы появилось 10 тысяч мест. Это раз. Это первый знаковый проект, который необходим для решения проблемы школ. Второй проект – это строительство суперкампуса в Кангаласах. Вот как только будет построено в Кангаласах суперкампус, все среднеспециальные учебные заведения, 10 штук, можно будет перевести туда и освободить 60 тысяч квадратных метров в центре города, которые можно так же, как Беглер, переделать в школу. Реализация этих двух проектов позволит сразу комплексно решить эту проблему большого, значит, нехватки мест в школах. В рамках вот той работы, которая ведется по ВПРФ, у нас на 153-м квартале, здесь по дорожному, школа 1000 тоже стоит. Место определено, проектно-сметная документация есть. И вот одна стоит в первую очередь, когда начнется строительство, она одна из первых будет строиться. Общая задача стоит при подготовке указа главы республики о социально-экономическом развитии города Якутска 15 тысяч школьных мест обеспечить и 5 тысяч мест в детских садах. В детских садах у нас сегодня 19 тысяч детишек наших школ, из них порядка 11 тысяч проектной мощности, то есть они переполнены, плюс очередь сегодня уже в детские сады, поэтому необходимо дополнительно построить 5 тысяч мест, которые позволят чуть-чуть улучшить ситуацию. И вот эти два знаковых проекта по школам и по садам, четкое понимание есть, и они отражены в проекте указа. Как только этот проект указа будет принят, они будут определены как мероприятия, которые будут уже закреплены источники финансирования. От нас остается только сделать. Мы сегодня план уже составили. Ну и в текущей работе у нас, значит, производится капремонт в школах, в детских садах. Потому что большинство детских садов, они тоже не новые, да, у них проблемы как с кровлей, так и с первым этажом по температуре. Ну, вот это все необходимо планово ремонтировать, все это дальше. По социальной среде, также в сфере, также у нас работа с инвалидами и поддержка граждан. У нас вот, по линии инвалидов есть социальное такси, работаем по доступной среде. Вчера на народном бюджете были, кстати, представители общества инвалидов, колясочников, у которых есть замечательный проект по реализации доступной среды. С ними мы будем работать, они сами дорожники, сами строители, хотя являются колясочниками. Безумное уважение. Их проект детально, его нужно точно поддержать, и с ним нужно работать. Также у нас для поддержки социальной среды с года в год строятся пандусы и подъемники к жилым домам, социальным объектам. Ну и у нас, значит, есть большая работа проведена, вот то, что я говорил по пандемии, да, вот 78 миллионов на сухие пайки, это вот у нас дети из льготных категорий с 5 по 11 класс должны питаться продуктами формы 54 рубля. И дети с 1 по 4 класс на 92 рубля питаются в школе. Эти деньги у нас заложены в том числе в сумме 11,7 миллиардов, которые мы финансируем. И вот когда началась пандемия, мы же в школу не ходят, они не кормят. И у многих семей там есть тяжелые ситуации, потеряли работу, там доход сократился. И вот было принято решение, а давайте выдавать сухими пайками на те же деньги, которые должны были кормить их в школу. 78 миллионов, все доведено до адресатов, получили люди, которые необходимо должны были получили эти пайки. В этой же логике у нас было приобретено 500 планшетов, когда стало понятно, что не все дети могут попасть в интернет и учиться дистанционно. Купили за счет бюджета по решению Сардана Владимировна. Надо поддержать, и вот мы нашли способ, и 500 планшетов предоставить. Также у нас по линии поддержки учащихся в школах мы с 1 января 2020 года с 5 по 11 класс льготные категории возим бесплатно за счет города. Ну и в этом году мы пойдем чуть дальше. И с 1 апреля мы начнем возить детей из пригородов в город бесплатно. Учащихся с 5-11 класс всех категорий, для того, чтобы они могли сегодня пользоваться полноценно спортивными секциями, детскими школами искусств, ну или заниматься в каких-то дополнительных кружках, которые им необходимы. Пригород, к сожалению, пока еще это не построить. Нам надо строить. Пока будем строить, город будет возить детей сюда в город бесплатно. Ну, кому это надо. Дальше. По территории, по пригородам у нас, вот, в принципе, у нас пригородные территории
находится в фокусе нашего внимания. Главное, что нужно понимать, мы в рамках дорожного строительства уделяем огромное внимание пригородам, потому что сегодня понимаем, что каждый пригород должен выработать свою стратегию, как он будет развиваться. Вот если Табага, мы видим, как ворота бегутся, там будет мостовой переход, там есть наверху туристический кластер, и вокруг этого мы будем, значит, формировать стратегию развития Табаги. Кангалас – это ТАСЭР, это суперкампус. Тулагина, значит, у нас будет туристический комплекс. Вот по каждому пригороду мы сейчас формируем стратегию того, как точно будем бить в какую точку. И сегодня вот для того, чтобы эти проекты реализовывались, очень важно, чтобы базовая инфраструктура была готова к этой реализации. А это дороги. Дороги и инфраструктура газа, водоснабжения. Сегодня уже ведется большая работа по Мархе, кстати, по водоснабжению Мархи и Беловодья. Что касается агрополиса, у нас работают наши предприятия, их 146, на 2 стало больше в 2020 году. Хорошие показатели у Бахарах, это рогатый скот Катаса. У Саюри хорошие показатели растет, и это ведется дополнительное строительство. Дальше, пожалуйста. 2020 год у нас в городе был объявлен годом поколений. Это было связано с 75-летием в победе Великой Отечественной войны. И в связи с этим мы запланировали ряд строительных проектов крупных и ряд событийных мероприятий. Все, что запланировали по строительству, сделали. Самое знаковое из них – это Парк Победы. Первый этап начали, в этом году будем строить еще, и в 2022 году мы его закончим полностью. Хотя уже сегодня можно пойти погулять, будет там летом нормально, уже можно это делать по центральной площади. Есть возможность посмотреть там стелу, которую возвели, и плюс там установлен памятник легендарному снайперу Ивану Николаевичу Кугуртину. Также мы установили в этом году сквер Лонгинова, оборудовали на улице Лонгинова одноименной. И получилось очень неплохо. Владимир Дионисович Лонгинов объединил вокруг себя при строительстве сквера Горный улус, Усалданский улус, программу поддержки местных инициатив, фонд Победы 75 лет и управу Сайсарского округа, ну и плюс окружную администрацию. Вот все вместе, как один кулак, мы в очень короткие сроки построили этот сквер. Классный сквер, сходите, посмотрите. По мероприятиям, которые мы проводили, у нас бессмертный полк в онлайн формате прошел. 14 дворовых территорий мы поздравляли песни наших ветеранов. Ну и мероприятия, связанные с СЭХом, у нас более 4 миллионов человек посмотрел. Дальше. Ну вот помните, там несколько слайдов назад я вам говорил вот про 3 двора. То, что мы сделали ремонт в 3 дворах. И в той необходимости, которая сегодня с такими темпами мы делали, это еще больше 100 лет, пока наводили порядок по всему городу, дворовых территорий. Это очень медленно, и мы сегодня понимаем, то, что нам нужно быстрее. Поэтому мы в ближайшие 3 года будем работать в рамках 3-летия благоустройства. Мы будем заниматься в основном дворовыми территориями, озеленением и водоотведением. Это 3 больших блока, по которым мы будем работать. Отрадно то, что вот уже сегодня мы понимаем, что в этом году мы будем ремонтировать 16 дворовых территорий. Сегодня я был на Поярко 18, 19, 21, там 7 многоквартирных домов, около 1500 жителей. Подрядчик уже определен, там около 5000 квадратных метров мы поменяем асфальта, ремонт текущий проведем в детской площадке, малых архитектурных форм. И вот так вот 16 дворов по городу. Это за 1 год. И за 3 года мы за свои деньги, за муниципальные деньги планируем на 40 дворов. Но уже сегодня крупные управляющие компании, такие как Прометей Плюс, уже готовы софинансировать. Прометей Плюс готов софинансировать до 30% денег, необходимых на ремонт площадки, дворовой территории. Ну, чтобы вы понимали цифры, 14 миллионов рублей стоит асфальтирование дворовой территории вот на Поярко 18, 19, 21. Вообще мы на эту программу собираемся из местного бюджета. В бюджете заложено уже 600 миллионов рублей.
Вот задача основная – это вовлечь в это управляющие компании, спонсоров, чтобы мы могли делать это быстрее. Сегодня у нас уже есть два первых спонсора. Это управляющая компания «Прометей Плюс» и группа компаний «Синер». Арсен Томский вышел с предложением, что он готов 10 детских площадок сделать за счет «Синер». Вот огромная благодарность этим нашим спонсорам, которые сегодня уже с нами вместе идут на трехлетие благоустройства, чтобы делать наш общий дом лучше. Я уверен, что изо дня в день эти вовлеченность управляющих компаний и крупных компаний будет расти. И вот за 3 года, как раз к окончанию национального проекта БКАТ по дорогам, сможем подтянуть резко уровень нашей дворовых территорий. И тогда город поднимется на качественный уровень. Опять же, для того, чтобы быть конкурентоспособным для жителей, быть наравне там, с Москвой, Санкт-Петербургом и прочее. У меня все, готов отвечать на вопросы. Спасибо, Евгений Николаевич, за достаточно емкий и подробный отчет о проделанной работе за 2020 год и планах на ближайшую перспективу 2021-2022 годов. Действительно, проведена масштабная работа в 2020 году. Это в плане и благоустройства, и ЖКХ, и национальных проектов, и строительстве объектов социальной сферы, ну и по переселению ветхого и аварийного жилья. Отрадно, что в планах на 2021 год будут у нас асфальтированы 6 дорог общей протяженностью 10 километров. Для понимания, это 1/4 часть, которая планируется по всей территории городского округа города Якутск, состоящий из 15 округов и пригородных территорий. Также хочу отметить то, что развивается и окраины города. Это уже будет не окраина города, а достаточно развитые спальные районы с развитой инфраструктурой. То есть город развивается, улучшается и качество жизни. Поэтому общими усилиями мы добьемся поставленных целей на ближайшую перспективу. Сейчас предлагаю перейти к вопросам-ответам. Прошу придерживаться регламента в 2 минуты выступающих. В зале работает у нас микрофон. Те, кто выступает, пожалуйста, говорите в микрофон, поставим вопрос. Спасибо. Давайте начнем. Прошу вас представиться и ваш адрес или территория, интерес которых вы сегодня представляете. Елена Николаевна, микрорайон Птицефабрика, дом 12, я являюсь старостой нашего дома. У меня на сегодняшний день 3 вопроса. Первый вопрос у меня это самый больной вопрос, это канализация. Наша канализационная сеть, что находится наружно, да, до первого колодца, она просто по истечении времени пришла полностью непригодна. Там постоянно у нас разливы, фекалии. На этом участке у нас находятся гаражи жильцов, и вот эти вот фекалии, когда они разливаются, они доходят прямо до ворот, до гаражных ворот. Это просто не, и как и жильцам неудобно, и нам, пешеходам, неудобно. Но, к счастью, ее в декабре 2020 года ее признали бесхозной, да? Но не включили в ремонтную группу 2021 года. У нас просьба, пожалуйста, отремонтируйте нам канализационную сеть в 2021 году. И второй вопрос также у меня о отопительной системе нашего дома. Наша отопительная система, она полностью пришла в непригодность. Постоянно у нас аварийная ситуация. И весь, можно сказать, что вся отопительная система у нас находится на коммутах. Вот в январе месяце у нас 24 аварии. У нас прорывает постоянно. То в одном крыле там отопление прорывает, то в другом. И третий вопрос я бы хотела озвучить, это по просьбе жителей нашего района, как бы возвести мостовой переход через Болотистую сеть, которая находится в районе 19-й школы через дорогу. Но на этой территории у нас находится частный сектор, где дома индивидуально построены.
И вот этот мостовой переход, он очень необходим. Он не только населению, но и нашим детишкам, которые обучаются, учащиеся в нашей 19-й школе. Спасибо вам. Ирина Николаевна, спасибо за вопросы. Начну с простого по отоплению. У вас управляющая компания «Северная», да, там? Да, смотрите, если у вас касаемо тепловых сетей внутри здания, то это полностью ответственность управляющей компании. Мы в этом году, вот, когда случилась авария в районе спецфабрики 25 января, у меня сложилось определенное впечатление по качеству оказываемых услуг, в принципе. Да. Мы этим летом очень плотно проверили управляющую компанию «Северных» по подготовке к отопительному сезону. Персонально их проверим, потому что ряд вопросов, которые возникли в многоквартирных домах там, на момент аварийного отключения котельной, заставляют сделать определенные выводы. Поэтому, если это касаемо внутри квартиры есть место разграничения ответственности управляющей компании вас как собственника, а все, что за квартирой внутри дома, коридоры, там, узел ввода, это все ответственность управляющей компании. Если они не справляются, то вы как собственники жилья можете провести общее собрание и поменять управляющую компанию. Это ваше право. Обратиться в УГСЖ, Управление государственного строительного жилищного надзора, если вы считаете, что они не справляются. Ну и нас информируйте, мы тоже будем держать за ними контроль относительно подготовки в этом году к отопительному сезону. Первый вопрос ваш относительно ремонтной программы по канализационному колодцу. 28 декабря 2020 года, когда вы признали, у нас в ремонтную программу, когда до 3 декабря, до сессии подготовили, да? Вот проблема такая, вот бюджетный процесс устроен следующим образом. Для того, чтобы утвердить деньги в бюджете 2021 года, все заявки нужно подать гораздо раньше. В 2028 году, 28 декабря, когда вас признали, вас уже в программе на 2021 год не было. Но, однако, я прошу, Иван Анатольевич, при корректировке программы, пожалуйста, вы посмотрите, как можно включить этот адрес персонально в протокол. Так, по мостовому переходу, ну, здесь по мостовому переходу мне на ум сразу приходит 203 квартал. Там инициативная группа по программе поддержки местных инициатив выиграла грант и построили мостовой переход по оврагу, который есть. Попробуйте тоже вашей местной группой обратиться в программу по ПМИ, ну и народный бюджет на будущий год, чтобы мы могли там посмотреть меры поддержки. Хорошо? Спасибо вам большое. Бегаев Андрей Ефимович, 40 лет победы. У нас проблема строительства такого склада. Наш склад является самым старейшим и самым крупным. Занимаемся плотненько сельским хозяйством, выращиваем овощи, вплоть от картошки и до арбуза. Но хранить негде, и многие у нас дачники говорят, уменьшаем свои огороды, выращивали раньше 10 кулей, сейчас переходим уже на 5-6 кулей. Так как хранить овощи, консервацию негде. У нас даже соки сейчас выращиваем картофель, ранние картофель, которые созревают уже 25 июня, не июля, а в июне месяце 25 числа. Приезжало московское телевидение, не поверили, что у нас в Якутии можно выращивать картофель 25 июня, чтобы он был зрелый. Приехали, осмотрелись, да, подтвердили. И вот даже московское телевидение приезжало, что вот мы плотненько занимаемся сельским хозяйством. Так что нам необходимо построить теплый склад для хранения своей продукции. Иначе у нас до декабря она хранится, а потом начинает
банки все взрываться и картофель портится. Мы вот планируем поставить овощехранилище на 24 метра и на 8 метров. Второй этаж хотим построить там на детскую спортивную площадку бесплатно, чтобы дети тоже занимались спортом. Я вот в пожилом возрасте, 70 лет мне, я сейчас сам тоже хожу в спортзал, занимаюсь спортом. И вот тоже, чтобы дети тоже занимались не только да, и там мы откроем библиотечку свою, так как в библиотеке нам выделяют старые журналы, научные, ну, всякие книги тоже выделяют. Мы можем там тоже поставить маленький уголочек и сделать такую свою библиотеку. Так что у нас большая просьба помочь нам с разрешением строительства этого области. У вас проблема, вы не просите вам построить, вам нужно разрешение дать? Да, нам надо какая дать проблема? разрешение на строительство вот этого поста. А вы пытались получить это разрешение? Да, раньше пытались, но не получилось. А почему? Отказ? Ну, отказ, Мотивированный отказ какой там? мотивированный отказ, зона Ж2, не положено строительство хранилища. У нас не такая большие объемы. Там, Хорошо, но можно же назвать теплый склад, построить гараж, а ну, можно назвать не овощехранилище, а теплый склад. Хорошо, давайте сделаем так. Вот, номер телефона есть у вас, да? Есть. Да. Протокольный департамент градостроительства. Проведите у Северины Владимировны, пусть проведет совещание. Вы подготовьте ваши документы, на следующей неделе проведите совещание, чтобы анализ документов сделали и проблемы, что там можно построить. Можно назвать гаражом, а занимайтесь сами своими делами. Да, это не проблема. И вот у нас второй вопрос еще по затоплению. Выращиваем овощи и картошку, огороды у нас уже будут строить, так как грунтовые воды поднимаются. В 90-х годах в пригороде при расширении дороги завалили бетонные кольца, пропускные для естественного истока воды, завалили эти кольца, дополнительные кольца не поставили, и образовалась дамба. Уровень воды резко поднялся, и вот сейчас пригород говорит, мы эти кольца ставить не будем, так как нам нужна вода для полива. Я говорю, ну, у них же есть протока рядом, пожалуйста, делайте водопровод летний и поливайте свои огороды. Зачем из-за какого-то озера, вот этого своего искусственного озера, затапливать других? А у вас что затапливается? У нас затапливается, весь суд затапливается. Так как грунтовые воды вышли уже наверх, и картофель, и огород у нас полностью выходит из строя. Уровень воды поднялся до тех пор, что картофель садим уже 15 июня. Хорошо, какие-то проектные работы проводились? Вот, ну, была выездная комиссия, выезжал садовник, будучи там, выезжала правый комитет, архитектура, земельная служба, СГХ выезжала, подорожный округ, СОЖ выезжал, вся компания приезжали, дали поручение правовому комитету, чтобы вот эти устранить там самовольно. Но правый комитет разводит руками, мы ничего сделать не можем, так как земля принадлежит участнику, продано через третьи руки, и мы ничего сделать не можем. ЦГХ тоже выезжала. Алексей, добрый вечер. Да, действительно, мы приезжали, смотрели, там ситуация вообще в целом с водоотведением и с водоснабжением этого микрорайона довольно сложная. Да? В первую очередь это связано с тем, что там, скажем так, там есть естественные стоки воды, да? Исторически они там сложились, да, в свое время, но вот хаотичная застройка, да, вот, она все привела к тому, что где-то люди перекрыли дамбы, да, и такие потоки они действительно стоят. Да? По идее, вообще, скажем так, вода естественным образом, основная вода, она должна вот через ваши участки, через Покровский проходить дальше должна идти на проток. Мы там смотрели, там, не знаю, в каких местах есть такие вот искусственные, скажем так,
раскрытие там. Поэтому на сегодня в правом поле, к сожалению, решить это будет очень сложно. Единственное, это рассматривается вариант, у Романа Ильича рассматривается вариант водоснабжения водопроведения в данной территории, посредством расчета технико-экономического обоснования. То есть нужно определить наиболее оптимальный с точки зрения экономики вариант отходов и поручение дано соответствующему департаменту. Работает. Там мы, скорее всего, будем ставить насос, в рамках ТЭО, будут даны нам рекомендации, каким образом лучше всего отводить и заводить. Потому что там, с одной стороны, проблема у вас водоотведения, а по левой стороне Покровского тракта проблема водоснабжения. Для полива. В итоге, когда вы что-то сделаете? Технико-экономическое обоснование сейчас департамент строительства и транспортной инфраструктуры должны разработать техническое задание. Технико-экономическое обоснование строительства. На водоснабжение. Установку насосной станции. Водоснабжение и водоотведение данного микрорайона. Таким образом лучше всего ввести туда и отводить. Хорошо, ясно. Так, Андрей Евсеевич, по-простому, если объяснить, что говорит коллега, сегодня стоит вопрос обоснования, каким образом сделать водоотведение у вас и водоснабжение у ваших соседей на той стороне Покровского тракта. Сколько сроков, какой срок у вас протокол был поставлен? Надо будет довести, давайте вы поднимите протокол, посмотрите, какие решения были по протоколу и доведите до управы. На следующей неделе как раз таки ДГТИ, когда будет, это те же ребята, которые вас по разрешению будут консультировать. Протокольно поставьте вопрос, что вы с ДГТИ обсудили эти два вопроса на совещании. Первый, значит, касаемо разрешения строительства, второй по технико-экономическому обоснованию вопроса водоотведения и водоснабжения. Пусть доходчиво объяснят, что должно быть сделано. Договорились, на следующей неделе. Да, спасибо. Дальше. Так, я Сидорова Галина Васильевна, председатель Совета ветеранов Автодорожного округа. Так, у нас у ветеранов самый главный вопрос насчет помещения. И вот оказывается, у нас очень сейчас идет новостройки, инфраструктура растет. И почему нельзя выделить для фитнес-клуба, да? Хотелось бы, чтобы в нижних этажах был бы такой проект «Клуб для ветеранов», как школа третьего возраста. В городе есть школа третьего возраста, но мои ветераны живут в Речевой, там ДСК и фабрика, и многие желающие не могут попасть в школу третьего возраста. Там надо на занятиях ездить, так, через два автобуса пересадкой, это усложняет. И хотелось бы, чтобы сейчас, пока вы временно поддержали, нам бы предоставили где-то помещение для наших общений, мероприятий. Сейчас скоро выйдем на работу, надеемся. И особо мы, ветераны, почти под 70 лет, нам надо своих предшественников уже учить общественной работе. Мне кажется, общество без общественных людей, мероприятий не может существовать, поэтому мы хотим сейчас так позвать, чтобы больше внимания уделяли ветеранам. И хотелось бы спросить, второго вопроса был у меня, да? Но вопрос был уже ответен. Ответ дорога от 3 Лимонов до Речевой школы, потому что очень волнительный вопрос был. И
спасибо, что просьба во многих собраниях вопрос звучал. И большое спасибо. У меня все. Надеемся, что наше будущее поколение особое внимание уделяет ветеранам. Спасибо. Так, Галина Васильевна, спасибо за вопросы. Действительно, у нас по 2022 году речевая школа асфальтирования и еще дорога Сот-Птицевод. Мы просто готовимся делать объездные дороги того, чтобы люди не ехали только по Чернышевскому флоту. Потому что мы верим и мы точно видим, что в 2025 году будет мост. И помимо вот этих вот дорог для легкового транспорта, мы сделаем еще большую объездную дорогу, которая не с Покровского тракта. Его, к слову, будет делать четырехполосным республика. Мы в Табаге сейчас со съезда до Мостового тоже делаем проект на четырехполосный. И надо сделать объездную дорогу, которая будет от Покровского тракта на Вилюйский тракт уезжать для большегрузной техники без заезда в город. Вот это наша стратегическая задача. Касаемо 22 года, это речевая школа, Покровский тракт и Сот-Птицевод тоже асфальтирован основной дорогой. По клубу для ветеранов, для Совета ветеранов, идея правильная. Нужно понимать, какой площади мы помещение ищем, и смотреть, что у нас есть в муниципальной собственности. У нас сегодня на территории автодорожного округа сложность с муниципальным имуществом, даже управа сегодня у нас арендуют вынужденно. Игнатий Пенерович, у нас есть какая-то возможность помочь нашим ветеранам в автодорожном округе? Есть муниципальное имущество? Добрый день. Добрый вечер. Евгений Николаевич, у нас действительно в автодорожном округе вопрос по муниципальному имуществу стоит остро. Но мы попробуем посмотреть, через управу мы отработаем, какие помещения у нас есть, попробуем что-то подобрать. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Совета женщин. У меня 3 вопроса. Первый вопрос. Мы вообще планировали, конечно, в 2020 году, но в связи с пандемией перенесли в 2021 год. Планируем снять фильм о ныне живущих ветеранах нашего округа. Мы понимаем, что это очень важно, чтобы показать нашим детям не просто, что кто-то участвовал в войне, и кто-то там жил в блокадном Ленинграде, чтобы они видели, знали, что ветеранов лицо. Вот очень хотелось бы на ваши содействия в этом вопросе. Второй вопрос. Питание детей с инвалидностью в общеобразовательных машинах. То есть, эти инвалиды имеют право на питание в школах. Вот как это соблюдается у нас в общеобразовательных школах? И как выделяются IT для детей с инвалидностью именно в общеобразовательных школах? И потом, этот вопрос не только во время пандемии, то есть есть дети на доме, которые живут, учатся дома, и в школу совсем не ходят. Им это питание тоже положено. Так, и еще один у меня небольшой вопрос, да, о доступности, где вы заговорили, и у меня вот в моем, в аэропорт Якутск, например, да, на машине с ребенком-инвалидом заехать нельзя. То есть вообще там есть стоянка для людей с инвалидностью, прямо есть значок. Но на эту стоянку, например, в 5 утра ни за что не попадешь. То есть мы говорим о доступной среде, а просто в аэропорт с ребенком-инвалидом заехать возможно не так. Спасибо. По аэропорту мы, прошу сегодня же в протокол включить, от моего имени надо подготовить письмо с необходимостью, чтобы они пересмотрели режим работы стоянки для обеспечения безбарьерности. Раз. Второе, по касательно деятельности управления образованием. Алексей Климович. Добрый день. Спасибо за вопрос. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей законных представителей, обучающихся на имя директора школы. И
и родители, законные представители обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляют заявление об обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и предоставляют документы. Список получателей набора продуктов питания и вообще питания, и в том числе сухого пайка, утверждаются приказом директора школы. То есть вы должны подать заявление в школу на обеспечение горячим питанием, и они включаются в список, утвержденный приказом директора. Вот, на самом деле, многие родители не знают. Вот это еще. Ну, Неинформированность как раз именно директора школ и родителей школ. информация имеется на сайте управления образования и на сайтах образовательных учреждений, и некоторые действительно сами отказывают, то есть заявительный характер. Так, я здесь участников Северину Владимировну вижу в Zoom. Северина Владимировна, вы зафиксируйте, пожалуйста, вот по тем двум моментам, которые необходимо провести по разрешению строительства и по работе, связанной с технико-экономическим обоснованием. На следующей неделе проведите, доложитесь, слышите, да, Северина? Да, принято, Евгений Николаевич. Слышу. Здравствуйте. Так, управление культуры или Наталья Романовна здесь есть, нет? Добрый вечер, я здесь. Пожалуйста, вот чем мы можем помочь очень хорошей инициативе по снятию фильма? Просят помощи. Так, по снятию фильма, непосредственно надо обратиться в управление культуры. Наверное, протокольно это надо внести. Сейчас по снятию фильма я конкретно четкого ответа, к сожалению, не могу дать. Тут надо продумать. У нас такой практики, в принципе, не было. Если это речь идет о снятии фильма или видеоролик, тут разные вещи. Огромное спасибо за вашу работу. Добрый вечер, Михаил Александр Васильевна, председатель СОТ. Мы в 2019 году участвовали в проекте «Народный бюджет», и там мы, получается, выиграли, да? Но из-за пандемии у нас на год, получается, реализуем в этом году. Нам хотелось бы попросить о помощи в получении тех условий для уличного освещения, для подключения к столбам Якутскэнерго. Это первый вопрос. Так, и второй вопрос. Для нас, для жителей Сот-Пятиот, мы благодарим и так ждали это уже несколько лет, чтобы нам сделали дорогу Альбертина. И еще тем более сейчас услышали о том, что в 2022 году будет сделана дорога Сот-Пятиот. Улица Пятиот, точнее. Но на сегодняшний день такая проблема, что ночью ездят каталки и сливают то, что у них по дороге к Альбертиново. Утром рано, когда идут дети в школу, люди на работу, запах этот стоит страшный. Днем, когда дети возвращаются, это все во льду. Невозможно ходить. Номера этих каталог. Так, надо фотографировать их и отправлять. Это ночью. Утром в 6 часов, кажется, 5-4. У нас как бы не попадается. Здесь Дмитрий Александрович, у нас в принципе системная проблема по внесению Кодекса об административных правонарушениях республики. Да, здесь здесь у нас кругом надо ужесточить. Посмотрите, пожалуйста, депутатскую инициативу, чтобы
были ужесточены условия для тех, кто сливает свои, не доезжает до сливных станций. А вам нужно, смотрите, вот если вы вдруг увидите, вам нужно в Якутский комитет государственного экологического контроля Минэкологии фотографировать, отправлять на почту. У них есть почта якубсаха.ру, сахагов.ру. Вы должны, как только увидите, сфотографировать, отправлять. Их будут штрафовать. Ну и необходимо, в принципе, добиться того, чтобы штраф был подан. Да, только так. Самосознание у некоторых людей, оно напрочь не работает, они не везут на сливную станцию. Это, ну, по большому счету, я к ним отношусь, ну, не профессиональничеством они занимаются. Так не должно быть. Надо таких людей наказывать. Первый вопрос, значит, у нас, что у вас в рамках народного бюджета, там, какая проблема с Якутскэнерго? Нам нужно от Якутэнерго взять тех условия, чтобы повесить вот эти фонари на их столбы. Нам надо, чтобы от города было. С нами, чтобы проработал хорошо СПК. Мы насчет этого вопроса, мы вот год назад, примерно, да, мы уже ходили, но так как из-за пандемии мы остановились и уже как бы... Все, хорошо, никаких проблем, я вам, Анатольевич, возьмете, да, да, сделаем. Все, спасибо большое. Людмила Юрия Сергеевна, член Совета Всепрофильного округа и житель Покровского тракта. У меня вопрос о газификации. Нехватка дефицита газа по Покровскому тракту. Здесь вопрос разработки схемы низкого давления, среднего давления. Анатольевич, подробно расскажете, да, пожалуйста, какие планы по Покровскому тракту? Еще раз добрый вечер. Ну, как вы сказали, да, работа ведется. Ну, если очень кратко, то в этом месяце должен решиться вопрос дополнительного финансирования на уровне республики. Должны выделить дополнительно 61 миллион рублей. Вот так. Если 61 миллион рублей, по Покровскому тракту, когда у нас? Какие сроки у нас? Ну, из этих 61 миллиона рублей 35 миллионов идут на левую сторону Намского тракта 13 километров. Остальные деньги Сахатрансгаз должен, по остальным вот этим 30 миллионам Сахатрансгаз должен выполнить мероприятие по укреплению дефицита, или по-другому говоря, там, либо сети переложить, либо модернизацию. Ну, в рамках производственного плана. Конкретно вот Покровский тракт, вот, ну, конкретные районы сейчас невозможно сказать, потому что это в первую очередь двух вопросов есть. Первое — это выделение лимитов, второе — это уже как вот эксплуатирующая организация примет решение. У нас же была при совещании с министром промышленности обозначены правильные сроки, когда мы понимали, то, что южная часть 23-24 года мы должны иметь ПСД, и вот в рамках закладывания бюджетирования Сахатранснефтегаза они должны в своем тарифе это заложить. Правильно? То есть... Да, все верно. До следующего года они должны в тарифе предусмотреть. В этом году рассматривается вопрос выделения бюджета. 23-24 год надо ориентироваться на срок, потому что, ну, реально 21 год точно нет, 22 год ПСД не готово же еще в этом направлении. Вопрос в дефиците, правильно? В дефиците, да. Я думаю, при наилучшем раскладе в этом году вопрос решится. При наихудшем, я думаю, это 22-23 год. Лучший случай 23. Да. Андреева Любовь Петровна, член Женсовета Покровского округа. У меня было два вопроса, но, кажется, я примерно ответ уже слышала. Я хотела задать по поводу моста через Сергелянское озеро для именно жителей частных домов и для учащихся 6-й школы. Примерно вот мы думаем, что этот мост может быть построен около Республиканского наркологического центра. И второй вопрос по поводу дорог в Тусклу, микрорайон именно.
Ну, на этот вопрос мы получили ответ. И третий вопрос я бы хотела задать по поводу бесхозных лошадей, которые в этом году зимой именно в нашем округе, автодорожный округ, очень много было их рядом вот с помойками. Там, и жители все время именно волновались, что с ними будет. Светлана Владимировна говорила, то, что у нее есть проект в будущем, где эти лошади будут именно находиться в одном месте, и потом уже хозяева, да, штрафстоянка для лошадей. Вот этот проект у нас будет реализован. Просто я в прошлом году работала по проекту ипотерапия с АГТУ, и очень было много, вот недавно выступала по радио, даже вот пожилые люди очень хотят, вот именно как волонтеры даже могли бы приходить и помогать. Вот, если вот этот проект в будущем будет. Спасибо. Так, ну, по мостовому переходу предлагаю вам поступить таким же образом. Ну, по крайней мере, посмотрим, сколько человек вот, будет подано. И уже тогда вот в рамках КПМИ либо народного бюджета попробуем. И посмотрим, да, как это можно сделать. Ну, по Туску, улице Иосифа Николаева, я вам сказал. По, значит, вопросу лошадей. Здесь у нас идея-то по перемещению, да, она есть. Но тут здесь юридические аспекты. Это же вот, получается, животное каждый раз хозяин, и оно не безнадзорное, по сути дела. То есть здесь необходимо вносить, опять же, изменения в кодекс административных правонарушений. Здесь, вот, может быть, у депутатов есть какие-то предложения, но мы действительно, вот, как Сардана Владимировна нам ставила задачу, должны разработать полный пакет, который реально ситуация, она опасна, может случиться. Да? У нас уже случаи, к сожалению, в городе был, когда есть летальные исходы. Поэтому здесь, равно как и с собачками, так и вот с лошадьми подход должен быть такой, что мы не должны безнадзорно быть. Одна из идей, которая, в принципе, вот у меня есть в голове, у меня есть идея, то, что вот у нас наверху на горе Аластар упал, Аластар, и они тоже находятся на федеральной собственности, как лес. Можно было их из леса вытащить, из федеральной собственности, и с договором на Аластан, Алрайка. Тогда, если бы у них было место реального летания, они там бы находились. Они же сюда, вот, в город заходят из-за того, что еду ищут, по большому счету, и у него реальное питание появляется, он живет. Ну, с лошадьми мы занимаемся, да, просто пока конкретного решения по лошадям у меня нет. Мы его разработаем, у нас управление сельского хозяйства вопросами занимается административная комиссия. По лошадям занимаемся, пока не могу сказать решение. Спасибо. Роберт Сергеевич, мы с вами, когда разных стандартов у нас то, что проблема 2021, настоящий септик, в этом доме, девятиэтажный дом в подъезде, и септик часто разливается, с этим закапывают территорию Ильинки, запах и тому подобное. Сюда выезжали комиссии неоднократно. Решился до сих пор. Есть такая возможность централизовать данный дом, потому что еще в прошлом году к этому септику подсоединили еще один девятиэтажный дом, Воинского 10/2. Итого получается 3 подъезда девятиэтажных, они находятся центром септика. В связи с этим происходит проблема. Если есть возможность рассмотреть вопрос, надо канализовать этот септик, чтобы водоотведение было централизовано. Добрый вечер, Роберт Сергеевич. Да, действительно, уму непостижимо, как в наше время, да, такие современные дома подключают септиком, да, какой-то глухой деревни, да, при том, что техническая возможность имеет. Вчера вот буквально был разлив, вчера тоже был лично, где-то часов 10. Ночь там две пекалки работала, полностью откачали, да, но это, конечно, временное решение. Что касается
подключение к централизованным сетям нами заявка направлена в водоканал. Ну, техническая возможность там есть. Ну и также вы, Евгений Николаевич, сказали, что рядом будет строиться вот микрорайон, где вот военная часть, да? И в рамках развития этого района водоканал изначально рассматривал тоже возможность подключения. Но сейчас наша задача рассчитать, сколько это будет стоить, и уже вынести на вашем уровне этот вопрос и рассмотреть. Я думаю, на следующей неделе у нас цена будет, мы информацию вам несем. 300. Как быстро он дополняется? В принципе, пока был один дом, здесь идет один, в принципе, пока не было таких больших разливов. Соединение второго дома уже чаще происходит, поэтому сам момент того, что сейчас у нас оплачивает организация жилкомсервис, ну, дорога длинная, с одной станции мы понимаем, что каждый дом, да, абсолютно происходит в этот момент. Да, 350 кубов, 350 кубов, ну, надо принимать решение, потому что когда происходят разливы, если получается через грунт идет под свай. Да, и вы понимаете, что можно получить решение. Дорожную 8-4 можно получить. Когда у вас от Анатольевич будет понимание по возможности присоединения? На следующей неделе уже надо. Хорошо, спасибо. Синава Вера Ивановна. У меня Якутское региональное отделение Союза садоводов России. У меня вопрос по передаче электролиний садоводов, дачников Якутэнерго. Вопрос, потому что у нас все линии, уже сейчас законодательство изменилось у дачников. Мы просим, конечно, чтобы Якутэнерго приняло решение о том, чтобы они брали на баланс сети садово-огороднических товарищей. Это возможно, я думаю? Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас вообще постоянно существует финансирование программы садоводов, и у нас ежегодно предусматривалось в бюджете 2 миллиона 820. И с прошлого года у нас эту сумму перестали финансировать, но благодаря депутатам Якутской городской думы эту сумму восстановили 3 миллиона 149. В этом году у нас опять эта сумма не предусматривается. Я бы хотела вас попросить, чтобы вы рассмотрели этот вопрос, так как эта программа как народный бюджет. Там люди участвуют 50% собственные средства и 50% бюджет. Это самая экономичная программа, где участвует население. Я бы хотела, чтобы, конечно, с населением связь муниципалитет потеряла, если эта программа существовать не будет, конечно, да, мы с населением потеряем всякую связь. А садоводов у нас в городе это 27%, это 90 тысяч человек. Я бы хотела, конечно, учесть, ну, как бы вот это. И у нас самое основное, конечно, это электрификация. У меня все. Еще хотелось добавить, у нас Латынцева Валентина Алексеевна по возрасту не может принимать участие в мероприятиях и технически не смогла через Zoom подключиться. Но она попросила передать, значит, проблему на переулке Зои Космодемьянской. Она сама живет на Зои Космодемьянской 222. И просит, у них там повесили несколько лет назад фонари, которые при проверке только включили и больше не включают. Она просит включить электроснабжение для этих уличных фонарей. Хорошо, значит, смотрите, по идентификации тогда, на чем балансе где? Сота, да? Да, они на балансе сотов, но они вообще в основном все бесхозяйные, потому что они нигде не зарегистрированы и могли бы, конечно, Якутэнерго их как-то вот они говорят, чтобы они сперва сделали свои линии, после этого мы возьмем вас, например, расчеты. Но хотя бы, когда пусть будет какая-нибудь программа 50 на 50, но население согласно сказать, чтобы
Но, например, расчеты они все хотят, чтобы были, потому что сейчас частный сектор будет развиваться в связи с этой пандемией, и очень много сейчас дачных территорий уже люди постоянно живут, уже проживают, уже прописка у них. Так что я вот хотела бы, конечно, чтобы, ну, вот этот вопрос надо рассмотреть, конечно, совместно. ДЖКХ из ДИЗО должна работать, получается, да? Да, пожалуйста. Да, я полностью поддерживаю Веру Ивановну. Да, вот, Якутскэнерго проще, знаете, не принять, да, а выставить такие завышенные требования, которые, естественно, срок не выполнит. В части вот, требований к качеству там, опор, качеству линий, которые они в свое время построены. Да. И как поступает Якутскэнерго в данном случае? Они просто берут при поступлении заявки, строят параллельные линии. И получается в сотах там буквально по 2-3 линии опор. Так же, да, Вера Ивановна? Вот, я думаю, да, Евгений Николаевич, надо встречаться на уровне Алексея Александровича, да, и все-таки решить принципиально, чтобы переключить действующих потребителей Якутскэнерго, потому что это все равно потребители Якутскэнерго, да, на новые сети, которые Якутскэнерго и проводит. Вот это вот беда. Они вот эту работу, к сожалению, и проще Якутскэнерго построить новые линии. И если вы сейчас построите по сотам, по просто поправке, о которой он говорит, да, там одни столбы, территория столбов, минимум по 2 линии, вот, например, у меня вот 3 линии. В то время там частники тоже строили, наша сота, я тоже живу, и Якутскэнерго. То же самое по всему. Да. Я полностью согласна, я поддерживаю, действительно, у нас эта проблема вот существует, что вот хотим вот как-то вот все. Только если на уровне, Алексей Александрович. Да. Второй вопрос тоже разрешите прокомментировать, касаемо вот, выделения лимитов, да. Я просто скажу про направление, которое в прошлом году оно было направлено. В прошлом году 3 миллиона, ну, в 2019 году средства были, да, на садоводов присмотрено. В прошлом году было принято решение поменять направление, да, и 3 миллиона выделили тоже СОП, да, тоже СОПом, но уже по другому направлению, по газификации. Был газифицирован фонд ветеран, да. Работы полностью проведены. В настоящее время оформляется разрешительная документация. Ну, СОП своими силами сделал, но то, что говорит Вера Ивановна, это тоже очень правильное и нужное решение, потому что в рамках этих мероприятий СОПы, да, выполняли те же работы по делегированию. Да. И вот это, вот, скажем так, головная боль постоянно, выделение дополнительных средств, да, СОПы самостоятельно решали. Поэтому я тоже вопрос поддерживаю. Аян Анатольевич, ну вы ответили на свой вопрос сами тогда. Значит, прошу организовать тогда по приезду Романа Сергеевича на следующей неделе обратиться в совещание, поставить совместно с Якутскэнерго от моего имени письмо на Алексея Александровича подготовьте от необходимости обсудить эту тему регулирования электросетей, в частности, по передаче сотов по Якутскэнерго. Так, и получается, в рамках какой программы эти деньги выделялись сотом? В прошлом году они сидели в муниципальной программе Перед вами пошаговая инструкция по использованию сервиса lifeinstagram.ru. Вам понадобится браузер, чтобы управлять трансляцией в Инстаграме, и программа для бродкастинга, например, OBS, которую скачиваем с официального сайта. Не забудьте подписаться на наш официальный как и в 2020 году, чтобы эту сумму сделали, восстановили. В 2020 году 3 миллиона в сон ветеран, правильно? Нет, 3 миллиона было выделено в сон ветеран, еще 3 миллиона 140 депутатов дали на программу СК. Мы попросили, да, они поддержали, вышло так, что у нас вот как бы зараз, да. Хорошо. Сейчас при корректировке бюджета посмотрим. Спасибо большое. по переулку Кусой-Костянтинск. Запишем, знаешь, По переулку Зойко-Князьская 2/1, это на сегодняшний день является бесходная линия, да? И для того, чтобы решить проблему с освещением, нужно первоочередное это признать данную линию бесходным через ГИЗО и в дальнейшем определить
эксплуатирующая организация, это, скорее всего, будет Горсвет. Поэтому этот вопрос мы внесем в протокол, мы будем держать это контролем. Спасибо. Васильев Руслан Васильевич, это председатель Иркутского республиканского отделения власти. Вот мы уже 5 лет занимаемся вопросом залога, именно той части, Иркутский деревянный зал, охранная зона номер 2. Ну и вот в течение 5 лет, в общем-то, дошли до того, что сейчас уже об этом говорит глава республики, буквально на следующей неделе заседание будет Бычкова, с тем у главы республики на следующей неделе должен будет говорить по вопросу залога, да? И вот у меня здесь несколько вопросов. Ну вот первый вы уже ответили, да, вот, именно по МКД, квартирным домам. Там, чтобы писать заявки, там жильцы, ну, вот уже за счет бюджета будет проведена работа. У меня единственная просьба, чтобы там в этой части залога 21 МКД, вот, чтобы не забыли их, да? Мы уже с автодорожным округом ведем работу, чтобы сейчас начать сбор этих заявок. Мы эту работу проведем. Ну и второй вопрос касается, это вот сейчас такой закон о реновации, да? Это комплексное развитие территории. Я предлагаю, скажем, вот эту охранную зону номер 2, деревянный зал, именно вот составить программу комплексного как раз развития этой территории. Почему я говорю об этом? Потому что я этот вопрос буду ставить и Бычкова, и Василия Сергеевича, потому что там очень большой частный сектор. И только по этой программе сможем работать с частным сектором, чтобы их можно переселять. Да? А так вот мы же с ними работаем, потому что там уже цены поднимаются, скажем, они же все друг с другом общаются, это уже давай 25 миллионов, 30 миллионов за участок. Это просто будет неподъемная сила для инвесторов. Одно дело построить высокий дом, а там у нас будет, мы сохраняем именно, даже не как в старом городе, новоделы, а мы ставим задачу сохранить аутентичные деревянные дома. Понимаете? Поэтому, если что, для инвестора будет сложнее, а через, скажем, 5 лет они должны стать объектами культурного наследия. Поэтому тут будет очень жесткий контроль, и не каждый инвестор сможет взять на себя такой нос. Вот поэтому одно из решений было бы как раз комплексное развитие территории. Вот именно по этому закону. Я бы хотел, чтобы это тоже вот мы как бы инициировали. Вот. Ну и вот в свое время в Владимир Владимирович писали вот заявление, вернее, просьбу там, да, вот здесь вот в Залоге построен за счет республиканских средств сквер Римщиков. Это тоже он тяготеет нашей охранной зоне, и мы попросили, чтобы передали нашей общественной организации этот сквер, чтобы вы могли полностью смотреть за этим сквером, его в порядке содержать, ну и в то же время там проводить какую-то предпринимательскую деятельность, чтобы были средства на содержание площади. Да, вот. Я бы просил вас тоже взять как-то на контроль, потому тем более уже весна, зиму, вот эта территория простояла, ну, если дальше будет стоять, просто там разбомбят и все. Там стоят, да, вот это. Поэтому у нас такая просьба, чтобы вы могли, это, наверное, будет даже какой-то случай, когда общественная организация берет территорию и содержит. Показали такой пример. Ну и вот следующий там тоже буквально на ваше имя, буквально неделю назад я подал тоже письмо по дому Сорона Малова, 06-26. А тем более, что в этом году ему исполняется 115 лет. И мы готовы именно членами ВАИК этот дом реставрировать. Да, провести работу там, да, и, скажем, уже 120-летний, чтобы он был действительно полноценный такой объект, который бы радовал глаз горожанам, да, и мог функционировать. Потому что мы уже благодаря ДЖО мы его расселили, да, вот этот дом там, последнего человека. Сейчас этот объект мы уже взяли под объект хранения. Мы его как бы сейчас охраняем. Ну, сейчас следующий шаг сделать. Да, и, в принципе, закон позволяет и ФЗ-73 ранее, и об общественных организациях закон, там, да, где есть определенный механизм. Если бы нам передали, тогда мы могли бы уже смело начать работать. Ну, а так, вот я хотел бы сказать, что я прослушал много отчетов за всю свою жизнь, и сам являлся отчетами. Я бы хотел сказать, что сегодня, хоть и много было цифр,
графиков, но он был интересный, и, думаю, все с удовольствием смотрели. Динамичный такой был отчет, поэтому хочу сказать спасибо, и чтобы дальше вот те заделы, которые были сделаны там, в 2020 году, ну, действительно, по графикам был скачок такой, да, вот, мощнейший, чтобы эти темпы не уменьшались, а только прибавлялись. Спасибо. Спасибо, Руслан Васильевич. Действительно, Северина Владимировна, пожалуйста, по 55 квартал, 55А квартал КРТ части жилой застройки надо посмотреть. Действительно, это возможность установить, зафиксировать стоимость, что позволит сдвинуться с точки сегодня уже. Что касаемо письма вашего Сауруна Джидинтуна, я отписал его с визой ДИЗО, по-моему, ДИЗО, да, в том числе, чтобы у меня никаких возражений нет, чтобы Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры занималось легендарным зданием, где жил наш выдающийся представитель нашего народа. Поэтому прошу всецело включиться в работу и показать, чтобы вы занимались этим делом. Это замечательная ваша инициатива. По скверу Ямщиков у нас сквер Ямщиков попадает в число 10 общественных пространств, которые будут переданы в этом году МАУ «Центральный парк». И МАУ «Центральный парк» будет уже на конкурсной основе отбирать в том числе некоммерческие организации, которые будут эксплуатировать общественные пространства и наполнять их социокультурными событиями. Пожалуйста, берите, занимайтесь. По МКД заявление ДЖО мы сделаем. Спасибо, Руслан Васильевич. Здравствуйте, меня зовут Степан, фамилия Павлов. Представляю дом Лизы Чайкиной, дом 5. Для начала хотел сказать спасибо всем, кто собрался, и поздравить с наступающим Новым годом. Дело в том, что у нас наш дом проблемный, была экспертиза, и она выявила, что дом пригоден для житья. Просто дело в том, что застройщик нас ввел в заблуждение и сделал множество нарушений. Кроме нас еще, вместе с нами у него 4 объекта, и все они с нарушениями. Но было выявлено, что они незначительны, и в принципе можно их устранить. У нас подключены все коммуникации, вода, отопление, электричество, мы готовы уже, в принципе, там жить. Да, отопление тоже у нас есть. Поэтому мы бы хотели, чтобы администрация мэрия города Якутска пошла нам навстречу и ввела дом в эксплуатацию, помогла устранить эти нарушения. Вот. Я еще также хотел сказать, что я согласен со всеми, что то, о чем мы говорили, это серьезно. Понимаете, если, допустим, у вас плохая дорога, вы можете, в принципе, объехать, там, если у вас плохой ремонт, в принципе, можно как-то перекрыть. Но если ты находишься на улице, в самом холодном городе мира, где постоянно живут люди, то, извините за выражение, дело дрянь, если ты на улице. И я просто хотел, почему я обратился к вам. Дело было в том, что мне довелось работать с Сатаной Владимировной, там был штат 1500 человек, и ни один человек про нее ничего плохого не сказал. Поэтому, если она вас выбрала, я думаю, она что-то вас видела, поэтому я к вам обращаюсь. Помогите нам, пожалуйста. Еще я хотел сказать, что у нас сейчас ведется судебное дело за застройщиком. И хотел попросить помощи тоже в этом деле. Еще, получается, у нас был административный суд, в котором было отказано в сносе нашего здания. Было 2 суда, мировой и полный. Я знаю, проблема вашего дома, Степан Степанович, она мне знакома не первый год. Я ей занимаюсь уже в течение 2 лет. И решение Верховного суда, которое до 10 февраля, Северина Владимировна, правовой департамент здесь у нас, да? Да. Да, пожалуйста. Правовой департамент здесь. Да, по
по вопросу Лизы Чайкиной 5.1 по Верховному суду, раз комментарий попросим вас, и, значит, по дальнейшей стратегии. Вот, как мне видится, мы, имея решение об отказе сноса, да, дальнейшее решение по выдаче разрешения, оно все равно невозможно в силу того, что дом самострой. Вы слышите, да, меня сейчас прокомментируете? Да, я вас слышу. Исходя из этого, в моем понимании, мы должны опираться сейчас на 222 статью Гражданского кодекса. Потому что граждане имеют право признать право собственности на то строение, которое уже есть и которое сносить нельзя, привести его в соответствие. Вот эту в этой логике, пожалуйста, прокомментируйте, и какие действия должны сделать граждане в рамках сегодняшнего разговора. Если можно, то дать дальнейшую консультацию по вопросу по застройщику искового и в чем вы исковое подали, да, уже застройщику? Исковое мы подали. У нас идет судебное разбирательство на сегодняшний день по Лизе Чайкина. Решение по существу еще не вынесено, поэтому преждевременно мы не можем пока дать. Я понял, У нас идет по сносу самовольной постройки. Суд отказал в сносе дома. Решение же не вступило еще в законную силу, поэтому там идет апелляционное. Апелляция проходит, и ждем, когда вступит в законную силу решение. Хорошо, вот как в законную силу вступит. Ну, я не вижу смысла добиваться сноса, если честно. Если есть судебное решение, которое отказало в сносе, нужно, опираясь на него, помочь людям восстановить свои права. Люди-то ни в чем не виноваты. Да, в принципе, конечно, мы готовы оказать содействие. Это отдельно с каждым гражданином, так как необходимо будет обращаться в суд, только в судебном порядке, это признавать право собственности отдельно каждому. В данном случае только так. Да, мы же вот к этому идем-то уже не первый год, получается. Мы же когда встречались с инициативной группой вашей, где, в принципе, был обговорен вот этот путь. И нам необходимо было решение суда об отказе в сносе. Да, действительно так. И мы выходили на собственников просили предоставить документы, какие вот у них имеются, чтобы мы могли им оказать содействие в составлении иска. Ну, пока вот, видимо, в связи с пандемией нам материалы направлены не были. Ну и плюс мы ждем решения. А кто у нас контактирует с инициативной группой? Так, у нас работает отдел правового департамента по судебной работе Александров Александр. Хорошо. Вы тогда, Артур Иванович, с Александровым свяжитесь по вопросу помощи гражданам уже в составлении исков по 222 статье Гражданского кодекса. Да, и документы сразу, если они нам предоставят. У нас, в принципе, переписка имеется с гражданами, поэтому, конечно, мы готовы оказать содействие. Мы, в принципе, идем в той логике, которую изначально приняли. Да? Извините, я еще хотел сказать, что дело в том, что у нас еще есть люди, которые до этого на мансарде жили, да? К сожалению, у нас горело, я просто просил тоже им оказать содействие, и есть 20 человек, которых, к сожалению, застройщик документы не выдал. Спасибо. Давайте поэтапно разберемся. Да? Мы сейчас сначала в рамках судебного разбирательства, которое было по необходимому решению об отказе сноса, да, мы протопчем тропинку, да, по которой уже будем по мере усложнения дальше решать вопросы. А в принципе вот, мы идем по той же стратегии, которую приняли. Здесь в этом плане хорошо. В этом плане, я думаю, у нас должно получиться. Да. Спасибо большое. Есть еще вопрос у нас? Здравствуйте. Узинаев Федор Накитин, главный инженер музейного комплекса «Россия-Моя». Прежде всего, хочу всех поприветствовать присутствующих. Сказать большое спасибо, что вы к нам пришли. И пожелать вам, чтобы вы приходили не только на отчет, но и посетить наши экспозиции и выставки. Так. Вопрос у меня вот такой. По отчету 2019 года на
2019 года, мы поднимали вопрос насчет остановки, благоустройства остановки. 18 февраля мы получили ответ, что наш вопрос взят в работу, что будет учтено на ближайшее будущее, что наша остановка будет оборудована. Мы просили по оборудованию достаточно очень просто: лавочку, навес и, соответственно, угол. Все. И хотелось бы узнать, что в этом плане планируется сделать в 2021 году. Второй вопрос тоже касается трав. Эта зима была, ну, все заметили, что эта зима была очень холодная на протяжении 12 лет, я уже не помню. И мы заметили такую вещь, что маршрут автобуса номер 18 часто проезжает, ну, когда он едет в город со стороны Близка, проезжает мимо нас. И на нашей остановке стоят не только наши работники, но и наши посетители. Соответственно, они стоят, ждут автобус, автобус вообще не проходит. И хотелось бы, конечно, чтобы автобус там заходил регулярно, и чтобы какое-то у нас как-то воздействие было, если автобус не приходит, чтобы сразу позвонить в мэрию, там, сообщить в этом плане. Потому что, вот, допустим, вот, как вот, птицефабрики ветераны часто очень приезжают, посещают наши экспозиции. Они достаточно пожилые люди, а как раз 18-й автобус их объединяет, наш и их на том следовании находится. Спасибо за внимание. 18-й маршрут не имеет права не заезжать. Это недопустимо. Если происходит это систематически, вы позвоните, пожалуйста, в центральную диспетчерскую службу, либо нам сразу в департамент градостроительства транспортной инфраструктуры. Можете на мое имя сразу сообщить, в Инстаграме мне можете написать. Если они будут это делать систематически, мы расторгнем с ними договор. Есть установленный маршрут, и обязанность любого автобусника, любого предпринимателя, любого шофера, который сидит и осуществляет перевоз граждан, стоит там человек, не стоит, один человек, 20, разницы нет, он должен по этому маршруту заехать. Это должно быть в обязательном порядке. Если они этого не делают, мы будем их наказывать. Пожалуйста, в следующий раз не заедет, дайте знать. Хорошо. По остановке, пожалуйста, здесь у нас есть старость или управление дорог. На комиссию безопасности дорожного движения, наверное, должны были вывести. Вам что, какой ответ пришел? Нам ответ пришел, что данный вопрос сдан в работу, и будет обсуждение, и он будет выполнен. Все. Ну, я так понял, не выполнено. Да, не выполнено. Так, хорошо. Ладно, теперь я вам говорю это слово, то, что рассмотрим этот вопрос на комиссии безопасности дорожного движения. Северина Владимировна, пожалуйста, посмотрите судьбу этого ответа. Наверное, было в управлении дорог, а потом в ДГТИ сейчас вынесите, пожалуйста, на комиссию безопасности дорожного движения вопрос по организации остановок. Остановочные пункты у нас в городе появляются и убираются по решению комиссии безопасности дорожного движения, куда включаются представители окружной администрации, но самое главное ГИБДД. Если ГИБДД посчитает возможным установку здесь дополнительной остановки, то, в принципе, почему нет места притяжения? Место притяжения, действительно, мне очень нравится ваша экспозиция, я 2 раза был здесь. С удовольствием пришел к третьей, потому что объемно, да, вот, в краткое время ты не успеваешь все пройти, чуть-чуть посмотрел тут, там, и в итоге охота прийти еще на дольше. Чем больше расходишь, тем больше охота здесь находиться. Спасибо большое. Да. По 18 маршруту обязательно сообщите, если такое будет повторяться, будем наказывать. По остановке рассмотрим на ближайшей комиссии безопасности дорожного движения, вас уведомим. Большое спасибо за ваши вопросы. Также у нас вопросы поступают по социальным сетям. Это у нас Инстаграм, дорожного округа, страничка, да? И по Zoom. Всего поступило у нас, точнее всего, идут множество вопросов, которые будут у нас внесены в протокол. На все вопросы будут даны ответы.
Вот вкратце прочитаю, вот 4 буквально вопроса, да. Это у нас речь идет, так, добрый день, очень нужна дополнительная временная остановка между постом ДПС и орбитой насчет предстоящего ремонта дороги в курсе. Но остановка нужна уже сейчас. Очень проблемно ходить 3 километра. Как уже озвучил Евгений Николаевич, вам необходимо будет обратиться в департамент градостроительства либо в управу дорожного округа для дальнейшего рассмотрения на комиссии по безопасному дорожному движению. Давай сейчас протокольно прям сразу напишем, чтобы Северина Владимировна, пропишите вот на следующую комиссию повестка. Однозначно не нужна остановка? Или контактный номер телефона человека есть? Так, это у нас со странички Инстаграм. Ну, мы найдем по аккаунту, человек найдем для обозначения точного адреса. Точно понимать, где необходима остановка, и на ближайшей комиссии мы рассмотрим этот вопрос. Ну, по существу, посмотрите, 3 километра, это реально не должно быть. Так. Дальше вопрос по залогу. Зону изменили, без нас мы не можем строить, то есть ничего не построить. Вопрос понятен. Тут надо также смотреть и те памятники архитектуры, которые у нас расположены в Заложном районе. Список у нас имеется, то есть тут не только вопрос изменения зоны Ж6.2 на ИЖС, ну и также застройка в связи с охранной зоной, подпадающей под памятники архитектуры. Поэтому с этим вопросом вы также обратитесь в нашу управу. В дальнейшем будем отрабатывать уже с департаментом строительства. Так, вопрос по строительству детского сада в районе 3-й школы. Так, Алексей Кузьмичевич, у вас есть информация, будет ли детский сад вводиться в районе 3-й школы? В районе 3-й школы строительства детского сада у нас нет. Вот аварийность 3-й школы, это какая? Школа же работает. Вопрос непонятен. В районе детский сад планируется? Нет, дополнительные группы там есть, но такой строительства детского сада у нас нет. Так, и последний вопрос, это у нас, когда планируется ремонт улицы Тимирязева? Так, асфальт положили в дождь, осенью не подлежал даже 3 лет написано. Ну, тут больше вопрос, наверное, по ямочному ремонту. По линии департамента ЖКХ, по службе эксплуатации городского хозяйства есть ли в плане улицы Тимирязева по ямочному ремонту? У нас в плане Тимирязева на капитальном ремонте есть. Мы сейчас формируем программу 2022 года. Это, исходя из тех средств, которые будут нам выделены из республиканского и федерального бюджета, будет сформирован окончательно. Но если не в 2022, то в 2023 году будет реконструирована улица Тимирязева, в принципе. В этом году летом посмотрим, там ямочно нужно поплутаем. Ну, к сожалению, время, отведенное, у нас окончено. Все вопросы, которые поступили у нас как в соцсетях, так и через видеосвязь Дом, будут отвечены в ближайшее время. Протокол у нас велся, поэтому всем огромное спасибо за участие, за то, что вы сегодня пришли, задали вопросы, получили на них ответы. Спасибо также рабочей группе, которые присутствовали сегодня у нас, которые отвечали на поставленные вопросы. Я перед тем, как закончим, я хочу поблагодарить за активное участие. У нас сегодня отчет продлился больше 2 часов. Это значит, хорошее общение у нас было. Я рад, что с нами присутствует депутат Государственного собрания Дмитрий Александрович. Может, пару слов для жителей? Спасибо, Николаевич. Добрый вечер, дорогие горожане, жители автономного округа, ваша команда. Действительно, я сегодня послушал очень хороший доклад, емкий, и вот 2 с лишним часа прошли, как час, даже вот, как дни. Было интересно. И вот то, что вы проделали ту работу в 2020 году в условиях пандемии, те результаты, которые есть, меня радуют. И вот то, что у вас уже есть видение на 2021 год, я думаю, там у вас, если сказать по дорогам, если в 2020 году вы 23 километра отремонтировали, то в будущем году у вас план 48, почти 49 километров.
Это очень большая работа, возлагает на вас очень большую ответственность. Я желаю вам очень грамотно провести конкурсные работы, чтобы вовремя начать эти работы. Ну и вот, чтобы условия нашей жизни, комфортная среда действительно была у нас сейчас, на данный момент. Ну и вот те вопросы, которые задали мои избиратели, это есть вопросы старые, это у нас по обводнению, вот это сотку победы. Там я попросил вас еще очень внимательно посмотреть, потому что жители Пилигрима тоже имеют свою проблему. Тут наверняка вот ЗГХ давно работает, поэтому там, скорее всего, не только вот по обводнению и по водоснабжению водозабора, там, скорее всего, все равно придется по участку. Есть очень много там самозахватов, много отсыпок, поэтому у нас естественный вот этот у нас рельеф изменился, поэтому проблема большая. Плюс у нас вопрос газификации, вот это все стоит. И меня радует, что у вас вы в курсе все этих вопросов, то, что мы получили те ответы, которые хотелось бы получить. А с своей стороны, да, мы депутаты, городские депутаты, народные депутаты, мы плотно работаем с администрацией. Я, с своей стороны, тоже буду помогать. И вопрос, когда я принял к работе, да, штрафные санкции за отношение к нашему городу. Когда фекалки разливают, мусор выкидывается где-то на пол, это уже штрафные санкции возьмут и должны возвращаться. С этой стороны мы будем работать. Ну а сам, как по лошадям, это очень больной вопрос. Я действительно и по своей работе сталкивался, когда лошади, они не бесхозны, эти все лошади имеют своих хозяев. Просто вот наша миграция, город все развивается, люди приезжают, можно сказать, скорее всего, они у нас увеличиваются. Ну, это причина в том, что лошади пасутся там, где они находятся. Это у нас, я считаю, мусорные баки. Да, в связи с этим должны к мусору относиться более серьезно. Это может быть раздельный разбор мусора, работа нашей экосети еще улучшить. Поэтому какая-то проблема, она сама хорошо пойдет. Ну и спасибо за действительно хороший отчет хороший. Я предлагаю своим избирателям поддерживать администрацию, эту работу. Вот ребята с горящими глазами будут очень хорошо работать. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Мы кончили? Да, хороших выходных. Мы увидимся в 8 утра.